Теплицы – самое главное подспорье в домашнем хозяйстве у многих северян. Где еще можно съесть хрустящий пупырчатый огурчик прямо с грядки? Но прежде чем этот огурчик вырастет, следует немало потрудиться. Во-первых, теплица на севере – это почти капитальное строение. Зачастую строится из бруса или бревен. Второе. В теплице, как правило, установлена печь. Ведь посадить рассаду нужно в прогретую землю и поливать довольно долго теплой водой. Кроме того, не стоит забывать про неустойчивую северную погоду. Мы расскажем вам о нескольких хозяйках. Знакомьтесь, Самсонова Марина Геннадьевна. Выращивает овощи для себя, занимается этим не первый год и многое может посоветовать. Нарезала траву свежую и вот так мульчирую почву вокруг. Это создает такую воздушную подушку. Во-первых, от сорняков защищает. Во-вторых, не дает пересушиваться земле. Вот. Потом она подсохнет, станет такой вот сухой травой. И осенью при перекопке своеобразным удобрением. Вот так. Но только траву обязательно надо не цветущую, чтобы семена потом не рассеялись. Иначе от сорняков не избавитесь. Вот эта тыква, да, вот эта тыква. Сейчас вот она сегодня расцвела. А какой запах от тыквы? Вообще, как духами пахнет. Тыква очень вкусно пахнет. Вот. Цветки такие ярко-желтые. Но я много не даю завязываться, потому что в наших условиях они, дай бы Бог, чтобы одна хорошая была. Лишние листья обрезаю, потому что тоже сок тянут. Это не земля, это не грунт, это все-таки стеллажи. Тут земли мало, питательных веществ тоже не хватает. Подкормку веду обязательно. Зола вот у меня разведенная. Здесь у меня навоз запаренный. Вот. И каждую неделю в выходные я им даю подкормку. Вот. Ну, еще, допустим, если листву зеленую срезаю, допустим, лишние листья от огурцов или там помидоры тоже не даю зарастать, потому что все тянут в себя. И эту зеленку тоже водой заливаю, она квасится, потом через какое-то время разлагается, и этой жидкостью я тоже полью. Вот у меня баклажаны уже цветут. Вот. Я вот таким образом их опыляю. Вот. Скоро уже через неделю, наверное, точно баклажаны будут. Тут вот уже завязался. Сваи лиственные. Они практически не гниют, от воды они даже еще больше прочность набирают. Практически теплицу не ведет. Она стоит вот уже много лет. Ой, это счастье, это радость, это отдушина. Вот я здесь просто отдыхаю и душой, и телом, вот честно. Бывает, сейчас вообще сложная у всех жизнь, да, загружают нас и по работе бывает, и всяко разно. Вот. Но когда я прихожу сюда, и когда я вижу какие-то результаты своего труда, это ну просто не пересказать вот ощущения. Вот действительно я здесь отдыхаю. Я даже вот ночью во сне так не отдыхаю, как здесь, находясь там час, даже 15 минут. Вот я прихожу на обед, поела быстренько, и все. И я пошла тут то трясти, то опылять, то там рыхлить, то там что-то это. Быстро, ага, смотрю, время уже все. Я иду на работу, и уже какое-то вдохновение, ну совсем другое мироощущение. Анна Муратова, наоборот, еще только осваивает тепличное хозяйство. Но маме многодетной семьи это так же интересно, как и ее детям. Опыт тепличницы у нас небольшой. В этом году мы только в мае месяце приобрели сию теплицу. Для меня теплица вообще что-то непонятное было, потому что я из Самарской области, у нас там таких теплиц нет.
Там есть просто дача, огород, есть парники и все. Но чтобы что-то выращивать в стеллажах, это было для меня очень непонятно. Но вот пытаемся, эксперименты проводим пока в этом году. Это тыква. Ребенок у меня воткнул просто семечки, 3 штуки, и они все взошли. Ну вот как бы мы их высадили. Вот эта тыква, укроп, петрушка, кабачки. Ну это все, наверное, редиска. Там огурцы, руккола. Вот все, я пытаюсь вырастить елку, голубую новогоднюю ель. Не знаю, почему-то она зеленая, но пусть растет. Вот это у нас инжир, теплолюбивый такой. Ну вот пока растет, дальше не знаю. Так, и вот у нас растет дуб. Здесь еще вот несколько. Ну, посмотрим, как, что будет. А потом куда вы их денете? А вот не знаю пока, куда мы их денем. Скорее всего, что придется их забрать домой. А там, даст Бог, выживут, так на следующий год опять принесем. Вот. Ну и здесь вот такие вот у нас цветочки. Вот это была сирень, но что-то есть с ней, что-то пошло не так. Что-то как-то она стала болеть. Вот. Это георгин. Это перец, кстати, декоративный, черный. Просто вот он как бы должен быть красивым, у него должны быть такие семечки. Урожай ждем, конечно. Ну, я не так сильно, как дети, потому что старший у меня любит помидоры, он все ходит на них, смотрит, когда же они появятся. А дочка любит огурцы, все смотрит, какие они там маленькие, когда же они будут. А для меня это, скажем так, ну, отдушина, что ли, так больше, так сказать. Просто интересно семечку посадить, из нее там что-то вырастает, и какое-то вот такое занимательное времяпрепровождение. Ну, на овощи, скажем так, если взять бюджет, ну, пусть там 30 тысяч рублей в месяц, то на овощи и фрукты где-то уходит большая часть. Потому что, ну, дети есть дети, естественно, они любят это все, они хотят, и, естественно, мы идем, покупаем, вот, но цена, конечно, страшная. И местное, да, оно почему-то получается дороже, хотя вот, ну, я не знаю почему. Наверное, какая-то есть в этом экономическая составляющая, как-то люди считают, но иногда мне кажется, что это вообще вот просто от балды. Да, конечно, мы вот познакомились, ну, в принципе, и так поселок маленький, мы знали до этого друг друга. Спрашиваем, как это лучше сделать, потому что вопросов масса возникает, потому что, ну, действительно, в первый раз сами так пробуем. И самое интересное, что никто не отказывает, никто не говорит: не, я тебе ничего не дам, я тебе ничего не скажу, это тайна. Все как-то делятся, общаются между собой. Так что пытаемся, надеюсь, будем дружить. Муж помогает, но он так больше где-то воды принести, там что-то как-то, вот, потому что он не отличает ни огурцы и помидоры, там листики, для него это вообще все одинаково. Он говорит: я ничего не понимаю. Я говорю: ну это же укроп. Он говорит: это я знаю, что укроп, а все остальное, говорит, я не понимаю и не разбираюсь. Вот. Дети помогают, приходят. Печка. Вы вот когда начинали высаживать, вы топили печку? Топили, да, топили печь. Потому что было достаточно холодно. Ну и мы, конечно, рано уже высадили по сравнению со всеми другими. Вот. Но все равно было холодно, мы топили печь. Я научилась топить печь, теперь сама знаю как. Что. Теперь утром открываем, когда нужно, вечером приходим, закрываем. То есть своеобразная такая заботушка появилась. Верим, что в этой теплице будет неплохой урожай. Хозяйка определится с удачными сортами овощей. Тем более, что рядом строится еще одна, уже более современная теплица. На этом участке рационально используется каждый клочок земли. Еще бы, в семье 4 взрослых мужчин. Попробуй прокорми. Светлана Николаевна – тепличница со стажем, и невооруженным глазом видно, что она очень любит это занятие. Ну, у нас теплица уже 20 лет. Вначале была маленькая тут тепличка. Мы купили еще одну маленькую тепличку. Все это снесли, сделали 2 большие теплицы. И баньку сделали. Вот. Ну, очень нравится нам это дело. Если бы не нравилось, не занимались бы. Во-первых, это общение с природой. Медитация своего рода. После работы придешь, пообщаешься, где-то кого-то пожуришь, я с ними всегда разговариваю, кого-то пожурю, кого-то похвалю.
Но я их хвалю, в основном они у меня умницы. Урожай собираем хороший. С экономической точки зрения тоже очень выгодно держать свое хозяйство, теплицу, потому что вот летом мы каждый вечер делаем по большой миске салата с огурцов, с помидор, с перцев. Вот представьте, по нашим рыночным ценам купить на такую миску салата, это не меньше 1000 будет. А мы каждый вечер все свое, без пестицидов. Я знаю, что у меня там только навоз, зола и йод. Все, больше ничего нет. Ну и консервации делаем, что нам хватает на всю зиму. И не покупаем вообще консервацию. И картошка своя, и морковка своя, и зелень мороженая, все. Вот. Ну, конечно, очень хорошо. Хлопотно это все, да, труд большой это, но это того стоит. Как одна моя знакомая увидела мое хозяйство, наше хозяйство, и сказала: да вас раскулачивать надо, вы барыни вроде как. Я говорю: нет, мы пахари, мы не кулаки, мы пахари. Тут у нас баклажаны вот растут, огурцы, перцы, там кабачки, дыни, цветы. Ну вот, где-то там свеклу натыкаю, где-то салатик подсажу, чтобы не пустовала земля. Где-то вот укропчик по краю посажу. Мы каждый год меняем. В прошлом году огурцы были там, помидоры были здесь. Потом меняем, чтобы земля немножко другая была. Конечно, у огурцов больше навоза кладем, чтобы лучше росли. А рассаду выращиваю сама, никогда не покупаю, потому что это тоже очень экономически выгодно. По 75 рублей один кустик, это я посчитала, у меня тут на 15 около 20 тысяч только рассады было. Вот, если цветы брать, все вот это вот. Рассаду сажу сама, да. Всегда, каждый год. Тоже хлопотно, это с февраля месяца начинается. И вроде думаю: ой, да нет, наверное, куплю на следующий год, не буду садить. А уже все, уже скучаешь, уже в январе начинаешь семена перебирать. А вот в этом году я вот это посажу, вот это посажу. Вот как-то интересно. Высаживаем мы с 15 по 20 мая. Рано не садим, потому что все равно солнца особо нет, тепла особо нет, они сидят, болеют, а уже высаживаем ближе к концу мая, вот так. Когда воду уже проведут, нам сделают. Ну вот в этом году маленько припозднились у меня огурцы, ну а так вот на 19 июня, на день рождения мужа, мы уже кушаем. 19 июня. Угу. Первый огурец снимаем. В этом году маленько припозднились они у меня. Печка когда топится, нагревается, и у нас теплая вода. Вот там с холодной, с прохладной водой. И мы мешаем, и теплой водой поливаем. И в той теплице также. Средний сын у меня вот тут капельный полив сделал. Он по времени включается. Да, 20 минут поливает, 2 часа не поливает. Потом опять 20 минут поливает, 2 часа не поливает. Вот на день включаешь, он все проливает. Она вот сверху сухая земля, а внутри она вся влажная, потому что по капельке, вот оно. В той теплице тоже капельный полив, но там мы заливаем бочку специального и потом включаем, оно поливает. А тут по времени. Программку какую-то задал, там оно включается, выключается. Ну, чтобы начинать садить все это, заниматься этим делом, нужно любить. Нужно любить растения, нужно любить землю. Я же говорю, вот нужно с ними разговаривать. Я вот как иногда как дурочка ходишь, разговариваешь. Я говорю: да, я люблю это, мне нравится. Вот. Ну, что еще? Поменьше химии, землю поливать меньше химии. В основном все натуральное. Говорю, зола, навоз. Ну, вот йодом я огурцы, помидоры поливаю раз-два в сезон. Ну и все, любить. Всего хорошего, всем урожая. Женщины поделились с нами своими съемками прошлогоднего урожая, и мы лишний раз убедились, все-таки своя теплица – это здорово во всех отношениях.